Ситуация с лесными пожарами в Коми спокойная и контролируемая. В выходные ликвидировано 2 возгорания. Но именно сейчас важно сохранять бдительность. В большинстве районов до конца недели сухая, жаркая погода. Запас влаги в лесах уже минимальный. И все чаще виновниками огня вблизи населенных пунктов становятся люди. Уже сейчас появились ягоды, население идет в лес, и, соответственно, вот должны появиться грибы. Возможно, при развитии ситуации в худшую сторону, то есть растягивание периода пожарной опасности во временном промежутке, придется вводить ограничение доступа в лес. Такая ситуация сейчас складывается в Архангельской области, потому что нужно быть готовым ко всему. Дабы не прибегать к крайним мерам, комитет ПЧС призвал муниципалитеты усилить работу с населением, пренебрегающим простыми правилами. Нельзя разводить костры, сжигать мусор, проводить пожароопасные работы, запускать фейерверки, бросать незатушенные окурки. Кроме того, нужно добиться полного выполнения всех предписаний Госпошнадзора. Заранее назначить ответственных за организацию тушения, проверить схемы мобилизации. Ряд муниципальных образований к этому отнесся формально. В частности, по Печоре, когда есть очаги пожаров, есть по спискам добровольцы, которые готовы принимать участие в тушении пожаров. Но когда конкретно наступает момент сбора и отправки к месту тушения пожара, начинается перенос времени. Давайте через час, давайте через 2, давайте через 3. Я еще раз говорю, пока нам позволяет ситуация, пока есть время, все списки откорректировать, чтобы они были реальные. Новой проблемой для региона стали горящие свалки. На полигоне твердых бытовых отходов Усинска пожар не могут ликвидировать уже 2-ю неделю. Да, удалось сократить площадь тления с 1000 до 600 квадратных метров. Но сложность в самой технологии тушения. Огонь уходит на глубину, а потому тяжелую технику не привлечь. Да и пожарные могут провалиться в прогоревшие пустоты. Это риск для жизни. Проще не допускать возгораний. Это работа муниципальных властей и обслуживающих организаций. Почему-то информация, которая поступает на службу нам в Центр управления кризисных ситуаций, о горении не 10 квадратных метров, 15 квадратных метров твердых бытовых отходов, а 500-600 метров. Что это может быть? Во-первых, или несвоевременно обнаружили очаг, или по умолчанию ждали, вдруг что-то само собой рассеется там. И в конечном счете мы имеем 1000, 1500, 2, 3000. И самое главное, что в ваших силах и в силах тех обслуживающих организаций, это не допустить возгорания. Это мониторинг, это контроль, это мероприятие по отсыпке. Опять же, одна из причин именно значительного распространения пожаров на полигонах твердых бытовых отходов – это нереализация мероприятий по засыпке, расслоению и разграничению кварталов этих свалок, что приводит к огромным площадям возгораний. За неделю комитет по чрезвычайным ситуациям собирается 3-й раз. Особую тревогу вызывает детская гибель на водных объектах. 5 было по 14 лет. Это определенная специфика, по всей видимости, связана с переходным возрастом и с желанием детей самоутвердиться, показать себя. Поэтому вот именно на эту категорию детей с 12 до 15 лет вам необходимо обратить особое внимание. И найти возможности и способы воздействия на них. Вот я еще раз обращаю внимание. Пробуйте работать в социальных сетях, чтобы их самих заставить обсуждать эти вопросы. Чтобы они сами поняли, почему это происходит. И связано это может быть даже и не с тем, что они не умеют плавать, а с другими совсем моментами. В том числе состояние здоровья, в том числе реакция организма на холодную воду. Подключиться должны спортивные школы, образовательные организации и общественность. А главное, сами родители, чьи дети во время каникул остаются без присмотра. Ольга Коняева, Иван Богомолов, телеканал Юрган.